Здравствуйте, в студии Николай Борисов и обзор чрезвычайных происшествий. Ситуация с загрязнением вод рек Ирелях, Малая Батобуя и Вилюй находится на личном контроле руководителя региона Айсена Николаева. Руководитель региона отметил, что находится на постоянной связи с генеральным директором компании «Алроса» Сергеем Ивановым. И на этой неделе вылетит в Нирбу и Сунтар, чтобы оценить работы по ликвидации последствий загрязнения рек. Житель Нейрюнгри предстанет перед судом за хищение продуктов питания на сумму свыше 300 тысяч рублей. В апреле прошлого года 27-летний кладовщик похитил 11 тысяч единиц продукции. Он признал свою вину в совершении указанного преступления. Теперь ему грозит или штраф до 500 тысяч, или 6 лет тюрьмы. Тем временем «Алроса» работает над восстановлением объектов, затопленных в результате аномальных паводков в Мирнинском районе. Об этом заявил генеральный директор компании Сергей Иванов по итогам облета полигонов на Иреляхе. По его словам, сейчас наблюдается устойчивое снижение содержания взвешенных веществ в реках Ирелях и Малая Батобуя. Данному факту способствуют как проводимые восстановительные работы на Иреляхском месторождении, так и естественные природные процессы. Из денег дальнобойщика сделали клад. Направляющийся в Мирный дальнобойщик зашел на обед в небольшое кафе на территории Сунтарского района. В это время в заведении находился гражданин в состоянии алкогольного опьянения. Закончив с обедом, водитель фуры вышел из заведения и поехал дальше. Он не заметил, как забыл свою барсетку на столе. Зато это заметил пьяный гражданин, который незамедлительно похитил чужое имущество. А в барсетке находилось почти 75 тысяч рублей. Обнаружив пропажу, дальнобойщик обратился в полицию. Был задержан 34-летний уроженец столицы республики. Он зарыл похищенное в лесу. Клад вернули потерпевшему. Добывающая компания «Нордголд», загрязнившая реку Радерга в Алданском районе Якутии, готова возместить ущерб окружающей среде. Как сообщили в Минэкологии республики, золотодобычей на участке занималась китайская компания. Нарушители забирали чистую воду и, использовав в производстве, на выходе сливали грязные стоковые воды обратно в реку. Представитель компании Евгений Никишко признал факт слива неосветленных вод и заявил, что предприятие готово возместить причиненный вред окружающей среде Алданского района. Компании также поручено укрепить дамбы и принять меры по недопущению нарушений в будущем. Между тем, в Якутии пограничники задержали 19 граждан, занимавшихся нелегальным сбором фрагментов бивней мамонта. Как сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ, изъято 170 килограмм бивней мамонта и 7 единиц незарегистрированного огнестрельного оружия. Рейды по выявлению нарушителей прошли в пределах архипелага Новосибирские острова, входящих в состав природного заповедника. Все оштрафованы на общую сумму более 100 тысяч рублей. В отношении одного из задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная охота». Во время визита в Ирландию Папа Римский Франциск попросил прощения у жертв сексуального насилия за скандал и предательство со стороны католической церкви, попыткам утешить людей, пострадавших в детстве от священников-педофилов, и обещаниям искоренить этот грех были посвящены встрече понтифика с верующими, рассказывает Сергей Берец. На второй день апостольского визита в Ирландию Папа Римский Франциск посетил святилище Девы Марии в городке Нок. Здесь понтифик попросил прощения у людей, подвергшихся сексуальному надругательству со стороны священников. Ранее в Дублине папа сказал, что ему стыдно за неспособность церкви адекватно отреагировать на омерзительные преступления педофилов. Он встретился без посторонних с людьми, пережившими сексуальное насилие в детстве. По свидетельству одного из участников встречи, Франциск уподобил развратные действия священнослужителей человеческим экскрементом. Обращаясь к верующим в Ноке, папа сказал, что никто не может остаться безучастным к судьбам молодых людей, переживших насилие, лишенных невинности, в чьей памяти на всю жизнь остались шрамы от болезненных воспоминаний. Эта открытая рана взывает к нам и требует, чтобы мы твердо и решительно добивались правды и справедливости. Я молю Господа о прощении за эти грехи, за скандал и предательство, которые испытали многие люди в семье Божьей.
Святилище в Ноке находится на том месте, где 21 августа 1879 года произошло явление Девы Марии, святого Иосифа, святого Иоанна Богослова, ангелов и Иисуса Христа в образе Агнца. Свидетелями стали 15 человек. Их рассказы о чуде запротоколировала специальная комиссия. Адресуясь к верующим на стадионе Кроук-Парк в Дублине, папа говорил о значении социальных сетей для объединения людей. Он предостерег, впрочем, от неосмотрительного использования новых средств общения. Присутствовавшая на встрече девочка попросила у Франциска разрешения сделать с ним селфи. Перед отлетом понтифика из Нока сотрудник охраны аэропорта обратился к нему с просьбой оставить автограф на майке игрока в гельский футбол. 7 человек стали жертвами наводнения на юге Тайваня. Тысячи людей эвакуированы. Власти извинились перед жителями пострадавших районов. Подробности в репортаже наших коллег. Многодневные проливные дожди привели к наводнениям на юге Тайваня. Затоплены обширные площади в уезде Цзяи. По официальным данным погибли 7 человек. Из пострадавших районов пришлось эвакуировать несколько тысяч жителей. Как говорит староста одной из деревень, правительство должно выплатить крестьянам компенсации за испорченное имущество и помочь с переселением. В субботу наиболее пострадавшие районы посетила президент островного государства Цай Инвэнь. Гнев людей, чьи поля, дома и автомобили ушли под воду, обрушился на премьер-министра Уильяма Лая. От лица правительства он принес извинения гражданам за перенесенные ими страдания. Ливни были вызваны атмосферной депрессией, образовавшейся над островом на прошлой неделе. Хотя ураган уже ушел от Тайваня, уровень воды остается высоким. На этом пока все. Берегите себя.